Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, уважаемые братья и сестры, кто же является приближенным рабом Аллаха? Таковым является тот, кто правдив по отношению к Аллаху, кто следует посланнику Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и правдив. В Коране о них упомянуто как о справедливых. Что же это значит? Это значит то, что ты действительно принял ислам и очень уважительно относишься к своей религии. Быть справедливым по отношению к тому, что не дозволено Аллахом, строго соблюдать границы того, что дозволено Аллахом. Куран чуадал бо бисмиллахир-рахманир-рахим. В Коране Аллах говорит: «Те, кто уверовал в Аллаха, они из людей му'мы». От обычных людей они отличаются тем, что выполняют обещанное перед Аллахом. Во-первых, Аллах выделил их как из людей му'мы. Даже среди них они лучшие, будь это женщина или мужчина. Они исполняют то, что обещали перед Аллахом. «О Аллах, я выполню все, что Ты возложил на меня в любом состоянии. О Аллах, я оставлю все, что отделяет меня от Тебя». И они оставляют это. «О Аллах, я намереваюсь упомянуть Тебя». Он исполняет это. Что же такое быть справедливым в любом состоянии? Не оставляет обещанное Аллаху ни в коем случае. Если случилось что-то плохое, оставляет поклонение. Или когда его дела пошли в гору, он снова оставляет обещанное Аллаху, а продолжает поклоняться лишь тогда, когда он находится в спокойном состоянии. Так не должно быть. Когда настигают трудности, он не выполняет обещанное Аллаху. Но так не должно быть, потому что есть дозволенное и недозволенное, которые мы в любом состоянии должны соблюдать. Если мы поистине хотим быть правдивыми, то мы должны остерегаться от всего плохого, не оставляя это с наступлением трудностей, холода, стужи, бури и начиная снова с легкой полосы, когда ты обделен богатством или карьерным ростом. В таком случае невозможно быть правдивым по отношению к Аллаху, то есть ты поклоняешься по образу жизни и состоянию. Поэтому намерение должно быть таким, что Аллаха надо поминать в любом состоянии, в горе, в радости, потере, прибыли и так далее. Наша дуа должна быть такой: «О Аллах, сделай меня самого правдивого раба своего». «О Аллах, не дай мне такого горя, чтобы я мог Тебя забыть». «О Аллах, не дай мне такого богатства, чтобы я Тебя забыл». Не сделай так, чтобы я Тебя забыл, чтобы я оставил молитву, пост, покорность. Вот таким образом мы с вами должны просить Аллаха. Ислам учит мусульман, чтобы в их каждом действии проявлялось милосердие и справедливость. Мы живем этим милосердием, который указал нам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и о котором сам Всевышний сказал в первом аяте Корана: «Именем Аллаха милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том». Результатом милосердия, с которым мусульмане жили веками и живут сейчас, явилось одно из достойных качеств – это упование на Аллаха. Куран чуадал бо. Аллах говорит в Священном Коране: «Будьте рады той сделке, которую вы заключили с Аллахом, будь это торговля или присяга, то есть, о Аллах, я буду следовать тому, что обещал тебе, буду выполнять твои указания, и за это Аллах отблагодарит тебя раем. О Аллах, мы будем тебе покорны, будь это газават, другие трудности или что-то обязательное, мы будем тебе покорны, как асхабы, следовавшие за твоим посланником, саллаллаху алейхи вассалям, так как они проходили через всякие трудности и препятствия, потому что они верили и соблюдали все то, что им предписывалось Аллахом и Его посланником, саллаллаху алейхи вассалям, и поэтому они являются благословенными Аллахом. В Коране Всевышний сказал по поводу них, что Он доволен ими, и они довольны Его решением. Если ты хочешь быть одним из них, то будь доволен сделкой с Аллахом и соглашением с Его посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть это будет для вас хорошей вестью, пусть это будет для вас радостью. За это мы получаем место в раю. Мы уверовали настолько, что за это мы попадем в рай. Поклоняемся настолько, что за это мы получим блага из рая. Не нарушаем данное слово, не предаем, не связываемся с неверующими, не являемся лицемерами. За это мы будем в раю с пророками. Как же это достойно! Пусть Аллах сделает нас достойными этого. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, чтобы с ним заключили сделку. Асхабы посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, приходили к нему и заключали с ним сделку. «О посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, мы обещаем исполнять то, что велит нам Аллах и что велишь ты нам. Мы выполним данные нами обещания». Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если вы будете следовать мне, то Аллах обещает вам рай, отблагодарит вас в этом и в ином мире.
Mach elch. Если сказать про сделку, то можно заключить сделку и в этом мире. Например, за богатство можно продаться, а другое за богатство продает свои знания, другое за богатство продают свою веру, достоинство, честь, народ. Такого рода сделки могут привести к наказанию в судный день. Мы не должны этим гордиться. В Коране Всевышний говорит: «Будьте довольны той сделкой, которую вы заключаете со мной и пророком, алейхиссаляту вассалям». Поэтому раб Аллаха, будь это женщина или мужчина, если он обещал что-то выполнить по вере, то должен свято следовать этому. Мусульманин должен понимать, что на его пути будут встречаться трудности и легкости, горе и невзгоды, когда он с Аллахом. Но если ты обещал исполнять обещанное Аллаху, обещал быть правдивым, то Аллах поможет тебе в твоем горе и несчастье, укажет праведную дорогу, и ты уйдешь в мир иной со свидетельством того, что ты праведный мусульманин. В хадисе, переданном от Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, говорится, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то он обязательно посылал бы вам пропитание так, как посылает его птицам, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются с полными». Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что в судный день Аллах начнет огонь ада с 3 людей. Это 3 категории людей. Один из них — это тот, у которого были знания, знал Коран и свою религию. Второй — погибший на пути Аллаха. Третий — человек, которого называют щедрым. Такого рода поклонения являются самыми любимыми Аллахом. Приобретение знаний, газават, щедрость. Но с них начнется огонь ада. Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они старались не ради Аллаха, они не являлись правдивыми, они заключили сделку не ради Аллаха, то есть все это было лицемерием ради славы, ради имени, поэтому они стали несчастными. От Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, говорится: «Однажды я сидел возле пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: молодой человек, я научу тебя некоторым словам, то есть заповедям. Помни об Аллахе, и Аллах защитит тебя. Помни об Аллахе, и ты заметишь поддержку от Него в трудные моменты. Если ты спрашиваешь, спрашивай у Аллаха. Если ты ищешь помощи, ищи помощи у Аллаха. Знай, что если народ объединится, чтобы облагодетельствовать тебя, он облагодетельствует тебя только тем, что Аллах уже предписал тебе. Знай, что если народ объединится, чтобы повредить тебе чем-то, он повредит тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Перо уже оторвано от бумаги, и страницы уже высохли». Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: «Вот, прочтите мою книгу. Я верил в то, что мне предъявят счет. Для него будет отрадная жизнь в высшем саду, где плоды склоняются низко. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали в минувшие дни». Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: «Лучше бы мне не вручали моей книги, не знать бы мне, какой мой счет. Лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство, лишился я своей власти. Схватите и закуйте, потом бросьте его в ад и нанесьте его на цепь длиной в 70 локтей. Он не веровал в великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Сегодня здесь у него нет любящего родственника». Приведут ученого, приведут знающего Корана и спросит их Аллах: «Что же ты сделал ради меня?» Тогда ему ответят: «О Аллах, я выучил знания, читал проповеди людям, трудился над знаниями, читал Коран, выучил Коран». Тогда Аллах ответит ему: «Неправда, неправда, неправда.
Ты учил знания ради славы, не ради меня, чтобы люди сказали про тебя, что такой умный, как ты говоришь красиво, чтобы не дали тебе что-то ради денег или чего-то другого. Маскируясь знаниями, ты хотел быть первым, главным, значимым, именитым. Я не нашел в твоем сердце ничего, совершенного ради меня, и ты неправдив. Тогда Аллах прикажет своим ангелам бросить его в ад. Также Всевышний обратится к тому, кто трудился над изучением Корана. Ты изучал Коран не ради меня, а ради богатства, почета, карьеры, чтобы на тебя смотрели с удивлением, восхищением. То, что ты изучил, ты потратил только в этом мире. И все это было не ради меня, и ты неправдив. Аллах велит своим ангелам бросить их в ад, сказал посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что они не были справедливы по отношению к Аллаху. Приведут щедрого и спросит Аллах его о том, что же им было сделано ради Аллаха. Он ответит: «О Аллах, я раздавал милостиню ради Тебя», и перечислит все, что сделал. Но Аллах ответит ему, что он неправдив. Ты это сделал ради того, чтобы тебя люди называли щедрым, чтобы люди тебя уважали, ради имени, славы, чтобы люди хвалили тебя. Ради Аллаха в твоем сердце не было ничего. Тогда Аллах прикажет своим ангелам бросить его в огонь ада. Почему? Он не был честен с Аллахом. Все было ради лицемерия. На первый взгляд видно, что он совершает хорошие деяния, но в сердце он искал другое. Как же разгневался на него Аллах? Да защитит нас Аллах от таких. Кто погибного не за веру, для нас является священным. В судный день его спросят, что же он совершил ради Аллаха. Он ответит, что ради Аллаха воевал и погиб, не щадя себя. Тогда Аллах скажет ему, что он говорит неправду. «Я видел то, что творилось в твоем сердце, и это место, что я видел в твоем сердце, было нечисто. Ты хотел быть героем, смелым, чтобы тебя чествовали другие, чтобы тебя называли шахидом, погибшим на священной войне. Ты не был справедлив по отношению к Аллаху. Аллах прикажет своим ангелам бросить его в огонь ада. С этих 3 людей начнется огонь ада. Если наши поклонения не будут искренними и ради Аллаха, если мы не будем честны с Аллахом, не будем ли мы из этих 3 людей? Да убережет нас Аллах от этого. Как же чисты должны быть наши поклонения? Как же они должны быть ради Аллаха? Мы должны быть справедливыми по отношению к Аллаху. Пусть Аллах будет доволен нашими поклонениями. Пусть то место, куда смотрит Аллах, будет у нас чистым. Пусть Аллах смилостивится над нами.